Янчатя Тамара Николаевна, мастер спорта СССР по волейболу. Анвар Сергей Константинович, заслуженный тренер Абхазии по боксу. Были озвучены имена всех абхазских спортсменов, чей профессиональный путь включил в энциклопедию «Спортивная слава Абхазии» ее составитель Александр Банников. По словам автора внушительного фолианта, историю каждого спортсмена он пропустил через свое сердце. Первый экземпляр книги автор вручил президенту Абхазии Раулю Хаджимба. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Основной задачей Александр Банников обозначил сохранение памяти о спорте своего времени, когда Абхазия гремела самыми мощными именами. Я с изумлением открывал для себя такие страницы, хотя я сам, в общем-то, много лет проработал в руководстве краевой спортивной организации у себя в Краснодарском крае. И я многое так видел и знал, но какая могучая была Абхазия вот в истории. Сколько людей, футбол, различные виды, тяжелая атлетика, чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы Олимпийских игр, выдающиеся люди, которые сегодня вот здесь сидят. Я все это дело через свое сердце вот пропускал, и я сегодня с радостью вот смотрю на вас, радуюсь тому, что вот и ваши имена восстановлены в истории Республики Абхазия. Действительно, 50-е и 60-е годы прошлого века стали золотыми в истории спорта Абхазии. Республика славилась именами своих спортсменов на весь Союз. Были в числе наших атлетов и рекордсмены. Я пришел в легкую атлетику Грузии, когда там 13 метров был тройной прыжок. Я его довел до 15,75. Когда пришел Санеев, он у меня учился прыгать. Вот. Санеев на 1,5 метра увеличил. Как рассказывает восьмикратный рекордсмен Грузии в тройном прыжке Виктор Васильев, он практически всегда брал первые места в соревнованиях. Но в общекомандном зачете тбилисские спортсмены всегда были первыми, а сухумские – вторыми. Такие значительные были это матчевые встречи между Грузией, Закавказьем и Прибалтикой. Во всех этих соревнованиях я забрал первые места. Я был в самый бум спорта, когда мы вторые места всегда после Тбилиси занимали. Но мы не могли, мы чуть ли не выигрывали Тбилиси, но не давали в то время. Но вторые места Абхазия всегда занимала вторые. Потом была Аджария, Кутаиси и так далее. А мы всегда были вторыми. Сейчас большей популярностью пользуется борьба. По словам главного тренера Абхазии по вольной борьбе Джарнаса Бения, 35 тренеров работают от ПСОУ до Ингура. Более 700 атлетов тренируются у них. И еще около полусотни абхазских имен значится в региональных сборных России. Первый тренер легендарного Дениса Царгуш озвучил имена борцов, способных повторить его успех на мировой арене. Вот которые сегодня находятся в России, наши Васы. Анпар Рустам, мастер спорта между Джопо Инал, Гварами Асланбек, Лагинзи Рустам, Адли Бадгур, Харчилава Данил, Богателя, братья двое, вот, сухумские, Кукоскере, Мурат, Качарава, Диян, Джугели, Осман, Гунба, Астамур, Кетя, Инар, Кваранзия, Хутаба, Баджо, Петросяны, два брата, вот, Твицба, мальчик. Ну, вот еще некоторые ребята, которые уже мастера спорта России и члены сборной команды России. Это по юноши, по кадетам, по молодежи и по взрослым. В абхазском баскетболе картина немного другая. Но, по словам Сергея Сущенко, заслуженного тренера республики, этот вид спорта сегодня не так востребован. Но спортсмен надеется, что энциклопедия станет толчком для роста интереса и к баскетболу, который когда-то подарил Абхазии заслуженную славу. Сейчас, ну что вам сказать, есть спад, он везде спад есть. Но эта книга, я думаю, будет толчком. Будет толчком, потому что мы будем энциклопедия будут изучать ее, будут читать ее, будут везде, как говорится, интересоваться. Я думаю, что молодежь пойдет, потому что у нас хорошая молодежь, у нас шикарная молодежь. Просто нужно уделить им немножко внимания. Каждый спортсмен, упомянутый в энциклопедии «Спортивная слава Абхазии», получил в подарок экземпляр книги. Добротный и увесистый, как и прошлое абхазского спорта. Марианна Котова, Рамо Камки, Абаза ТВ.